Ассаламу алейкум, приветствуем всех, добрый вечер. Хочу обратиться к тем шайтанам, или как они называют себя, бандеровцы, нацики, да, которые находятся Азовсталь, да, не знаю точно до названия этого завода и где промышленная зона. Я знаю, что вы хотите сдаться. У меня есть ваши переговоры, разговоры, да. Но вы не можете определить, кому сдаться, кто вас оставит, кто вас не будет бить, унижать, да. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, да, выйдете сами, да, то мы вас трогать не будем. И достойно, да, проведем с вами дальнейшую работу, да. Но вы должны осознанно знать, что вы выходите из этого завода, чтобы стать перед законом. И я уверен, что если вы станете на правильный путь, как в нашей Чеченской Республике, да, президент может объявить амнистию, да, Российской Федерации Владимир Путин, и вы можете попасть под амнистию, да. Поэтому, почему я обращаюсь? Потому что завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим. Я очень надеюсь, что вы меня услышите, да. Это одно. Второе, да, ВСУ, СБУ. Вы знаете уже, сколько у вас осталось сил, возможностей. И вы знаете, что скоро все это закончится, и вы уже проиграли, да. Я вас прошу, будьте мужчинами, будьте сыновьями своего государства, народа, родителей, да. Не бойтесь этих шайтанов, азотов, нациков, как называют, исламских шайтанов, да, как называют они себя, они исламом даже не пахнет, да. Вы же, да, дали клятву, да, служить народу, обеспечить безопасность. Куда вы смотритесь, кому вы отдали государство, да, народ украинский, да, с кем вы воюете? У России, да, у русских, у украинцев одна религия. Вы все славяне, да. Я прошу вас, чтобы вы стали рядом с вооруженными силами Российской Федерации, спецслужбами, да. Дальше, да, хотя бы, да, не разрушили такие города красивые, как Харьков, Киев, там. Я уверен, что найдется среди вас хоть один достойный офицер. Если он найдется, за ним пойдут все, я точно знаю, да. Зеленский не оправдал доверия. И другие Рады, Мады, они тоже не оправдали, да. И вы это знаете, да. Война убивает. У вас в городах, в селах люди с голоду умирают, да. Их не выпускают эти бандеровцы, да. Их держат как живой щит. Как вы после этого будете смотреть детям своим глаза, женам? Что вы будете, как вы, даже я слова нету, да. После этого кто вы? Поэтому используйте последний шанс свой. Сделайте решительный, да, шаг. Я еще раз говорю, хоть один офицер среди вас найдется, все остальные за ним пойдут. И президент, как у нас в Чеченской Республике, да, он объявит амнистию, да, я уверен, и простит вас. И дальше вы будете строить свое государство, да, и мирную жизнь вместе с братскими, да, народами Беларуси, России и другие, да, страны, да. Вам не нужны западные, европейские государства, Запад, да, Америка за океаном, да, рядом Россия, рядом ваши братья, да. Они из вас сделали военный полигон, биологические там центры. Вот вас они потихоньку готовились
чтобы использовал вас, уничтожить всего человечества на нашем континенте, Дон. И сделали военный полигон, Дон, из вас. Ну, сейчас хотя бы, Дон, опомнитесь, Дон, и делайте шаг правильно, Дон. Я прошу вас, будьте людьми, Дон. Клянусь, если вы послушаете меня, это будет для вас в первую очередь лучше, и для нас всех тоже, Дон. Мы не хотим, чтобы плакали дети, женщины, старики, Дон. Но мы не отступим ни один шаг, Дон. Мы вас уничтожим. Не сопротивляйтесь, лучше сдавайтесь, лучше ведите, Дон, переговоры с командованием, где вы находитесь, Дон. Встретитесь, Дон, и обсудите, Дон, дальше, Дон, свои действия, Дон. Это будет мужской ход, шаг. Пусть восторжествует справедливость. Это слова нашего первого президента, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Ахмад, сила, Аллаху Акбар.